Что мне подсказывает, от этой лунки надо уже убегать. Штук 7-8 уже мелких, получается, отпустил. А крупного нет. Тут, наверное, детский сад. А воспитательницы ушли. Да, воспитательницу надо выловить. Вон, вот такая вот шалупень. Младшие ясельки, ёшкин кот. Ясельки ясельками, смотри. А молочко-то уже брызжет. Ну даже вот именно, он же жениться собрался. Играй, гормон уже играет. Да, вчера было. Куда было играй гармонии? Посмотри. Ну, раз. Куда, бляха, застрял? Застрял, сука. Или тройником. Шел так хорошо, шел и застрял. Облет. Наверное, сошел уже, блин. Сорвался. О, нет, не, еще идет. Идет еще. Красавец. А где он торчал-то, блин? Я думал, он уже все сошел, блин. Он притаился просто. Притаился, уперся, главное, в начале лунки, наверное. Вон Янсакадан. Хороший, но. Это, блин, Грамм по 250, наверное, такие, блин. как на донты. 300, блин. Я говорю, вчера вроде бы 17 штук поймал, а вес нормальный. С крупнячком быстро прибавляется. Главное, уперся и стоит на месте, ни туда, ни сюда не дергается, блин. А в сотку не лезут, блин. Выгибаются, блин. Надо было сказать, что возьми. Это 130. Да надо было электробур взять, сейчас бы мы нашинковали 200 лунок, блин, тут. Да таким льдом все 300 бы нашинковали. И тогда уж как они хотят. Сейчас еще одну привезу. Не, приятно, они так упираются еще, блин. Я тоже люблю, когда упирается. А только окушков собрать, наверное, они высохнут на солнце, блин. Да, надо снег, я говорю, надо ямку сделать. Раз, снег. Или вот возле лунки сгрести снег и туда. Возле букса. Далеко только, блин. Он как раз в тенечке там стоит, хорошо. Так. Есть поклевочка малыша. Малыша-карандаша. Закипировал и сошел. Сошел? Хороший? Опять лебеди где-то летят. Вторая стая, слышно. Поперли, родимые. Не видите, вот окунь. А он есть. Вот только он попался и отпустил, он плавает здесь возле лунки. Все, пошел. Только выключил камеру, сразу последовала поклевка. И решил еще на минутку остаться. Может быть, клюнет крупный. А крупного нету. Одна мелочевка. Вот такая вот мелочевка с молокой. Уже молока с задницы хлещет, блин. Так вот надо искать вот где, вон возле куста того. Они должны собираться, где можно потереться, поцеплять икру. На кустах вот где.
Опять лебеди летят. Во, поперли-то, а, видать, потеплело резко. Да. Оп. Пошла мелочевка, блин, долбить. Ну и еще пяток поймаю и оставлю эту лунку, потому что они огромными стаями получаются. Надо искать крупного окуня. Корпус, блядь, такой мелкий, как будто, блядь. Нихуя, блядь. Тоже мелочевка, да, у тебя? Тоже мелкий. Да. Он заглотил нас, я не знаю, выжил, выжил. Не выжил. О, поклевка. 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 Ну давай, все. Еще одного и пошел я. Давай, 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 давай. Крупняк, наверное, подошел. Хотя нет, крупный подошел бы, он сразу бы хапнул. Ну ладно. Пошел я собирать свои 5 штук. Куда-нибудь снежок закопаю, иначе они на солнце быстро крякнут. Не прошло и полгода. Около часа затишья, наверное, было. На улице жара. Снял куртку. Григорьевич, смотрю, тоже разделся. Рыбачу он в одном свитере уже. Это еще при том, что дует ветерок. Без ветра бы, наверное, пекло было бы вообще. Ветер где-то около плюс 10, наверное. И солнце. Это как баня для льда. Вон, как мы видим, берег уже весь растаял. И скоро эти забереги будут очень и очень опасны. Что-то с клевом вообще затихло. Перешел на этот берег, проверил все лунки, а это около 15 лунок, наверное. И вот, наверное, спустя час после последнего крупного окуня клюнул малышок. Я уже и блесну поменял им. Там белая была, здесь желтая. Григорьевич тоже руками не мажет. Что-то совсем. Че, Иван, поймал, что нет? Да, вон, одного поймал крупного. А, ну хорошо. Ну я одного мелкого здесь поймал тоже. На балансир? Нет, я перебрал все мормышки, такой двойничок нашел. Это я на него 4 года не рыбачил. Привязал и сразу этот крупный взял. Ага. Ну, вон Григорьевич говорит, выдернул крупняка одного. И 5 получается у меня, не считая мелочевки. 6 штук за утро. А солнце чем выше, тем все сильнее и сильнее жарит. Но в принципе в такую погоду, если клюет, то клюет. Бывало и ловили мы и после обеда в час. За пару часов как-то по ведру каждый поймал. Так что... О, Григорий здесь кашкой подкармливал их. И кашка не помогает. Нету, надо искать. Надо буриться, надо искать, что сейчас мы будем делать. Перешел к Ивану Григорьевичу на берег. Еще не нашел глубину, уже висит. Думаю, что-то я не могу глубину найти. А он уже повесился. 'Ты,  'самоубийца. 'Ты, 'самоубийца. 'Ты, 'самоубийца. 'Ты, 'самоубийца. 'Ты, 'самоубийца. 'Ты, 'самоубийца. 'Ты, 'самоубийца. 'Ты, 'самоубийца. 'Ты, 'самоубийца. 'Ты, 'самоубийца. 'Ты, 'самоубийца. 'Ты, 'самоубийца. 'Ты, 'самоубийца. 'Ты, 'самоубийца. 'Ты, 'самоубийца. 'Ты, 'самоубийца. 'Ты, 'самоубийца. 'Ты, 'самоубийца. 'Ты, 'самоубийца. 'Ты, 'самоубийца. 'Ты, 'самоубийца. 'Ты, 'самоубийца. 'Ты, 'самоубийца. 'Ты, 'самоубийца. 'Ты, 'самоубийца. 'Ты, 'самоубийца. 'Ты, 'самоубийца. 'Ты, 'самоубийца. 'Ты, 'самоуб
А там 20 лунок проверил, одного шпингалета поймал и все. Оп, еще один. Такой же, чуть-чуть больше. Ну, конечно, теперь. Мелочевка. Мелкий колючий. Немножко вонючий. Красный полосатый. Кто такой? Усатый полосатый. Усатый полосатый. На солнышке. Бахни. О, во. Вот это уже А поперек ты поймал. поперек, ну, забагрил. Поперек. Тебе, наверное, немножко больно за шкварник-то, да? Я думал, он крупный, а это, оказывается, Поперечный. боевое ранение. Иди гуляй. Видишь, здесь стайка мелочи собралась, блин. О, видишь, сколько ее здесь, вон. Но у меня мелочь не клюет. Не клюет? А ты иди сюда, здесь клюет, здесь их вон сколько. Я говорю, я тут даже отпустить не успел. Вон. Вон дно. Полметра от дна получается где-то. Что, пойдем глянем. Ага. Хороший окунь. Вон какой окунь. Григорий что тащил? Вот так вот. Сейчас мы его вот так вот. Снегом. Чтобы не усыхал. Жара, без клёвья. И вот он клюнул. Где-то, наверное, вот он, средний окушок. Он как выгибается. Я все говорил, или мелкий, или крупный. Нет среднего окуня. Вот он наконец-то клюнул. Ну почему наконец-то? Вот он как выгибается. Вот. Даже такой еле в лунку лезет, не то что уже про крупного. Вот. Григорич там парочку выдернул тоже. Ходит по лункам. Оп, опа. Так. Застрял в лунке. Окунь застрял в лунке. Выгнулся и застрял, и ушел. Вот он здесь, Блин. Твою мать. Ушел, наверное. Был здесь. Вот он здесь еще до сих пор. Блин, руку мочить неохота. Руку мочить неохота. Вот он. Достал. Застрял в лунке. Кабанчик такой вот. Пришлось раздеваться, ну что делать. Я вижу, что он шевелится, судя по... Ай-яй-яй. Какой он колючий. Так. Это хорошо, этого мы достали. Так что получается? Его не было, что ли, в этих лунках? Вон. Новые лунки, одного за одним, двух окуней поймал. Этот красивый, вообще красавец. Вон как они выгибаются, а. Так загнулся, что сам застрял в лунке и не смог даже уйти после того, как с блесны сошел. В толще льда застрял между первым и вторым там в каше этой. И шевелится там.
Получается сколько? 20, больше 40. Опа, еще. Ну, этот мелкий. Этого отпускаем. Даже вот такой вот мелкий, и тот идет тяжело, потому что выгибается полностью. Не говоря уже об этих кабанчиках. Так, ну чё? Нашел стайку или как? Оп. Мелкий. Иди гуляй, Вася. Иди, не мешайся. Постоял, понаблюдал так. Два крупных, два мелких. О, еще. Ну, ну, этого можно взять уже. Мелкий, правда, но не совсем мелкий, скажем так. С ладошку уже берем. Оп, есть поклевка. Оп, есть поклевка. Хотя, ладно, иди гуляй. Будем брать одних крупных только. Вот таких вот кабанчиков. Оп. Вот таких вот кабанчиков. Да что ты. А как жадно-то берут, блин. Спортивная рыбалка. Я увлекаюсь спортивной рыбалкой. Ловлю я рыбу круглый год. Вот так вот. Вот таких бы живчиков осенью. Да на налимчиков. Надо будет как-то прийти попробовать осенью здесь на первый лед половить. О, какие они активные-то. Все, проснулись от зимней спячки. Где-то через недельку, наверное, я так думаю, если такая погода будет, лед должен уйти. По крайней мере, берега здесь все откроются. Будет сюда уже не выйти на лед. Может раньше, может уже через 2-3 дня, если такая жара стоять будет. И вот они тогда будут гулять, разгуливать. Ну, что-то я вам скажу. Худые они какие-то. А, понятно, этот какой-то еще и контуженный к тому же. Весь порезанный. В сетке, что ли, побывал. Так, стоп. Это что у нас? Ага, вон. Вон, он в сетке, вон. Друзья, я думаю, что он такой контуженный? Вон, смотрите. Я сначала думал, это трава. А это вот сеть. Сеть, которая уже въелась бедному окуню. Вон. С лески сеть. И вот она уже в мясо въелась. И он, бедолага, с этой сетью так и плавал. Кто-то, видать, оставил сеть. Не поднял ее. И этот бедный окунь там запутался. Я сначала думал в траве. Это он, оказывается, в сетке весь такой порезанный. То и он худой такой, блин. Бедолага. Отмучился. Зачем ловить на сети, когда вот
на удочку ловится и получаешь огромное удовольствие. Я понимаю, если бы на удочку не ловилось. Но мне кажется, здесь вот такие вот на удочку, если даже и летом, красота ловить. Но летом я не люблю ходить на эти дальние озера. Я уже говорил вам, комары, медведи. Ну их подальше. Зимой красота, весной красота, да. Можно доехать до места. Получаешь огромное удовольствие. Ни комаров тебе, ни медведи. Хотя сейчас медведи вполне уже проснулись давно. Могут и выйти. А у нас оружие в урагане. Ну, будем надеяться, что рядом он не пройдет. Хотя вчера вот волки здесь проходили в начале озера. Все. Кончились. А так все хорошо начиналось. Хорошая луночка. В общем, как я понял, надо бурить. Он прошел сколько лунок с того окуня. С десяток, больше 10, наверное. Поклевок не было. Потом бац, бац, вот, есть поклевка. Что-то ударило. Есть. Но это мелкий, походу. Походу это мелочь. Ну да. Шкет. Но даже такой вот шкет сопротивляется, как будто там нормальный окунь сидит. Оп. Чуть-чуть покрупнее. Но все равно шкет. Вы не считали, сколько штук уже я отпустил? Пусть растут. Пусть плодятся, пусть растут. Так, ну что, этого можно уже, я так думаю, взять. С ладошку есть? Есть. Но мы его не возьмем. Мы его также отпустим. О, бедолага. Какой уродливый окунь вон. И лицо покореженное, и все, и тело. Да. Не повезло тебе в жизни. Сейчас специально посмотрю, с какой ячейки здесь рыбу ловили. Так, от узла до узла 25. Опа, у меня кто-то сидит. Вот такой-то кушок. 25-ка. О, тебе, друг, наверное, не повезло. Ну да, этот не выживет. Да и не такой он уже и мелкий. Парам-пам-пам. Опа, уже сидит. Уже сидит. Вот это я понимаю. Закрытие сезона. Оторвались по полной. За все зимнее, глухозимье. Сейчас река откроется, мы увидим. Кто там писал в комментариях, что на Печоре рыбы нет? Мы увидим рыбу на Печоре. Опа. Мы увидим рыбу на Печоре. Начинали этот сезон на Камчатке.
Половили хорошей крупной рыбы. Григорич там что-то вроде бы тоже дергает. Потом в течение всей зимы так себе было. И вот на закрытии сезона получаем такое вот удовольствие. Пусть это окунь, но какой, вон какие экземпляры, грамм по 300, наверное. Вот сколько здесь, сколько в этом окуне. Я так думаю, если его даже перекрутить на фарш, 200-граммовый стакан, он навряд ли влезет. Ну, 250, 280, ладно, уговорили. Я ловил окуня самого крупного на килограмм. Так он был не намного длиннее его, где-то такой, но толстый. Блин, можно раздеваться, загорать. Реально солнце жарит. И сегодня, наверное, точно будет закрытие. Завтра уже, возможно, сюда будет не попасть. Да и надо к охоте уже готовиться. Завтра планируем открыть охоту. Хотя охота уже открыта. Но уток еще здесь нет. Воды нет. Утки садиться некуда. Вся утка на Печоре. Все. О. Лебеди опять летят. Высоко-высоко. Где-то там. Я не знаю, слышно, не слышно вам. Но они есть. Вот они, вот они. Сейчас вам скажу, стая. Где-то около 40 штук, наверное, если не больше. Высоко летят, высоко. Очень высоко летят. Отпускаю подряд уже, наверное, где-то 10-го окуня. Просто вон, смотрите, друзья, какой клев, ну, мелочевка. Походу, пора отсюда уходить, искать крупного окуня. Вон, поклевка за поклевкой. И берут-то так жадно, блин. Григорич в лесок пошел. Бац, уже поклевка. Раз, уже поклевка. Я представляю, сколько штук этого мелкого окуня здесь. Что-то ругается. Раз. Как-то вот так. Ладно. Я так думаю, смотреть одно и то же, как одного за одним вытаскиваю. Эта мелочевка интересного мало. О. Включаемся на крупных окунях. В общем, выключаемся пока. О. Давайте еще одного вытащим. И все.
Поменял лунку, ничего не меняется. Это детский сад, что в одной, что в другой. Каждый заброс окунь. Ты там половил, да? Да. Сколько? Два штуки. Всё. 2 штуки. Да, два таких и два вот таких. Вот этот в лунке застрял, здоровяк, блин. Минуту, полминуты, наверное, стоял, пока рукава засучивал. Подождал, молодец. Ты на балансир, да? Ну. А я смотрю, вода в лунке шевелится, думаю, блин, сидит там. Можно было блесной, так раз и зацепил. Но лед глубокий получается, я по локоть что-то, считай, это, руку засунул. Ну да. Нашли. Тут местами второй лед даже есть, нижний. Оп, вот, уже сидит. Блин, мелкий, а как будто, не знаю, там как выгибается и тяжело идет. Блин, такая вон, ой, блядь, должна быть, блядь, на это. Ну-ка, Хвост приклеил, блин. ну попробуй. Вон какая рыбка, блин. Должна, а? Блядь. Вон окунь какой уродливый, видишь? Сетью запутанный был. Перекошенный, инвалид. Короче. Вон, видишь, вон. Вот кусок сети. А, Видишь, кусок. это было с ним. Вон, да. И видишь, он, мясо уже вошло. Ну, да. И морда кривая вся, Да, блин. Вон. между. Вот, Да. видишь, мясо вошло. Да, А, да. бедолага отмучился, блин. Вон. Кто-то сетьку. А сетька-то 25-ка, ёшкин кот, блин. Да. Хоть бы крупнее сети ставили. А вот на это Возьми мою удочку с блесной. Маленькую, ту, желтенькой. все. У меня есть желтенькая блесна маленькая. На руку дернул. Так, ну что, у нас очередной вот такой вот красавчик, да. Григорьевич прав. Засмотрелся на березу, и он меня дернул за руку. Тоже поймал? Молодец. А смотрели мы с Григорьевичем вот на что. На березе висит поплавок. Рябчиков ловит, наверное. Грузик, крючок. А что так высоко-то? Это кто так? Ну, кто-то с лодки швырнул. Кто-то с лодки швырнул, но не с берега точно. И так высоко, и, видать, не смог достать. Сейчас что, достанем трофей? Может, кто-нибудь узнает, чей это поплавок? Сейчас попробуем чем-то длинной палкой достать. Будем доставать поплавочек. Накрути, намотай на это. Да-да-да. Вот. Мотани раз. Выше. Ой. Нет, еще выше надо. Блин, чуть-чуть. Блядь. Выше поднялась. Подпрыгнул еще выше. Ага, И сейчас не достать. сейчас не достать. Прыгали, прыгали. И все-таки достали. Вон какой крючок. Ага, грузилом. Грузик. Всё. Грузик. Он такой. Как от сети. И вот такой вот поплавочек. Да. Вот трофей. Да. В этот музей. А леска-то, леска 0,25 или 0,3, крепкая леска. Это либо у Заводовского или у Майорова. Вот такие это. А леска еще и узлами связана, видишь, тут Такие, но точно. узел связан тут. Так что еще и поплавочек надыбали, ладно? Смастырим здесь удочку
Если кто, зрители канала, узнали свои снасти, пишите в комментариях, когда вы потеряли, где потеряли, с кем потеряли. Придете, заберете. Вот такой вот поплавочек, грузик, крючок. Ну а мы пошли дальше ловить окуня. Окунь периодически как-то. То бывает одного за одним, то затишье какое-то. Крупного мало, но он есть. Ну, как всегда, только собрались пообедать. Так как вообще поклевок не было. Я говорю, пошли чаю попьем. Григорьевич говорит, да, пошли, конечно, пошли. Говорит, первый, второй, третий. Нацепил 20-летнюю мормышку 20-летней давности. Вот. Таких нет и продал. Вон. Раз кабан, два кабан и три кабан. Три кабана подряд, да? Да, и вот мелкого. Ну, я этого выкину. Кабаненок. Ух ты. Еще Ну-ка, поклевка была. сейчас посмотрим, как он это делает. О, ага. Ага. Ну. О, как это делается. Вот как это делается. Ну, где мормышка 20-летней давности? Вот, таких нету в продаже Ага. сейчас. Окуневый глаз. Но Понятно. сейчас нету таких в продаже. И опарыша, да? И опарыша. А может мне на блесну опарыша нацепить? Может попробовать. Что? Будем пробовать. Что-то поклевки прекратились. Да. Скорее всего, у них перерыв на обед. Да, В отличие от нас, кое-кто обедает. пусть они обедают. Я подожду, я потом могу. Сейчас попробуем насадить на блесенку, на тройничок. Опарыша дай ко мне, Иван, тоже 3 штучки. Опа. Раз. Так, распишитесь. У тебя как это, как Два. опарыши живые они? Ну, а как же такая же, нафиг он нужен, дохлый. Я дохлый всех выкидывай. 3, все. Еще упало. Живой? Ага, на тебе сдача. Сдача. Да, кидай. Уронил. Вот. Все. А теперь и мы будем ловить. Наверное. В этом месте. Опа. Это, наверное... О, этот вертикально ушел головой туда. Наверху взял, да? А? Наверху? Нет. Внизу? Ну как, и не совсем низ, я как бы... Я говорю, полметра где-то от дна. Сейчас клюет тут под верхом. Сейчас чуть-чуть опущу, потом опять. Не на дне. Этот выпрыгнул, перевернулся и головой туда быстро ушел. Хитрый же, блин. А которые... Конечно, который сюда смотрит головой, так он хвост загнул там и сам не может развернуться. Да. Сам уперся и... А этот сразу как-то, блин... О, ну, этот застрял опять, бля. Ну, давай, выходи. Блин. Второй ушел. Ну, погладил. Не, рука не достала. Вот он здесь в лунке, вода гуляет до сих пор вон. Мне рука не достала просто. Он до сих пор вон в лунке. Я, может, блесну. Цепляй ее. Сюда пусть ловится за блесну, скажет, держись. Так, это не надо. Сейчас надо второго поймать и это. Да, и он выпрет. А, все, успокоилась, ушел, видать. 2 штуки ушло подряд, блин, крупных.
палящее солнце продолжает свою работу. И та ледяная корка, которая была, местами уже не держит. В общем, бурелунки, и с каждой лункой становится все страшнее и страшнее дальше. Не знаю, получится ли порыбачить нам с Иваном до вечера. В общем, смотрите сами структуру льда. Вон. Так, сейчас, секунду. Так вот. Вон, я уже отошел от берега, потому что где вот эти темные места, типа ржавчины, вот такие желтые, там вообще, вот там вот льда уже нет, одна каша. Ну и даже здесь, где вот серый лед, вон, смотрите, вон, как в масло, в бур ходит, вон, раз. И только там вот на дне сантиметров 10 первого льда, все. Это одна каша, даже крутить не надо. А местами нижнего льда может не быть. Вот эти темные места лучше обходить стороной. Пока держит, но это ненадолго. Вон, как мы видим, озеро начало чернеть прямо на глазах. Вот где синий лед еще так себе, а вот эти черные и желтые места лучше, конечно, обходить стороной. Вот где серый еще есть лед немного. Вон, как бы двух-трехслойный и основной лед есть. Вон, где серый лед. Как бы здесь не страшно. Вон. Но на таких местах вот уже даже ходить страшно, не то что рыбачить. А такие вон как-то они полосой идут. Раз полоса, два полоса. Полосой идет, как будто какое-то подводное течение. И смотреть надо с деревьев. Вот эти борода всякая вот падает. Солнцем нагревается, и получается в этом месте тоже можно провалиться. Иван про обед уже забыл, да, Иван? Про обед забыл, говорю. Ну сейчас уже пробуренные лунки пройдусь, да пойдем. Где желтые места, уже там льда практически нет. Что, крупного больше не было? Так, ладно, попробуем на голую блесну. Что-то с опарышами 2 штуки поймал, сошло. Лучше на голую. Там хоть сходов нет практически. Ну. Так. Глубину нашли, полметра от дна. У тебя, говоришь, брало еще выше, да? Вот я в самом верху. Вот эти 3 штуки в пол воды где-то взял. Я отрываю. Ну да, и Раз он тык, догоняй, тык. я вчера в камеру тоже заметил, что они ни хрена не на дне. Метр где-то от воды. Попробую беглецов своих поймать. Ты здесь пробовал? Пробовал моих беглецов поймать? Нет. Не пробовал? Пробовал, но не клюнул. Сколько? Пяток. Раз, два, 3, 4, 5, 6. 7 лунок пробурил. Сейчас пойдем проверим и пойдем обедать. Хочу показать, лунки прочистились, как играет вот этот чертик с подсадкой опарыша. Вообще классно играет. И сейчас мы посмотрим в камеру Калипсо. Я так думаю, в такую солнечную погоду должно хорошо видать.
есть рыба, там нету рыбы. Тает, тает, тает белый снег и серый лед. Так, ну чё, где там у нас? Камера Калипсо. Где у нас камера Калипсо? Блин, неужели там? Или здесь? Здесь. Это хорошо. Сейчас посмотрим. Правда, в такую солнечную погоду плохо видно, но зато вам будет хорошо видно. Ну, нам всем, когда будем смотреть эти кадры, мы увидим, что творилось под водой. Не знаю, будет ли что-нибудь видно. Я вот, допустим, нифига не вижу. Надо взять тенечек такой. Тенечек. Когда солнечная погода, хреново смотреть в камеру. Так, я дно нашел. Все, смотрим. Ни хрена не видно. От слова совсем. Так, ладно, на всякий случай включу запись. Включаем. Блин. Ничего. Вон так вот немножко видно. Так, это дно. Поднимаем чуть выше. Не знаю, как вы, но я нифига не вижу. Бликует и все от солнца. Не. Бесполезно что-либо разглядеть. Полная херня. Выключаем. Время 11 часов. Поклевки полностью прекратились. Григорьевич, что, проваливается, да, уже? Проваливается? Пошли перекусим что-нибудь. Да чаю попьем. Берег уже почернел. Опасно стало переходить. Так что перейдем лучше по березке. Снег на глазах разъедает. Обратно по траве придется ехать, наверное. Да? Клочки? Да. Наконец-то наступила весна. Да. Вот, блин, жалко, кончилась зима. Блин. Ну ничего, сейчас фидер пойдет. Да, потом, потом спиннинг. Спиннинг. Так что... Работа, непочатый график. Так, у меня, Иван, утка есть. Поклюем утку? Вареная. Колбаса есть еще. Да? Сало. Сало.
Сало сальное. Утки пусть летают. Хорошо. Еще охота не открыта. Это, наверное, у нас в этом году крайний выезд уже, да? Я так думаю. Конечно. Завтра уже, если вода немножко будет, а вода, наверное, будет немножко, то начнется охота. Да. Рыбалка сегодня закончилась, завтра начнется охота. Да, Все там- идет там своим это, чередом. По-моему, ну, на лугах от дамбы там можно ехать вниз, берега открыты. Но зачем ехать на лодке, когда можно с берега, блядь, там все. Вот это ниже Козьявыра это место открыто там, на островах этих. Там, блин, только подкрадись с берега. Столько там сидело уток. блядь. Ну, они, конечно, улетят. Да, Но другие прилетят. тоже верно. Ну, Обед. но это задел на осень.